На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Встречи лидеров. Две республики – это мощнейшие территории нашей страны. Татарстан и Башкортостан начинают новую пятилетку. Какие планы у руководства братских республик? Об этом Рамиль Шайдуллин. Эпидемия кори в Европе, население прививаться не спешит. Крайне низкие темпы обращения наших жителей в поликлинике по месту жительства. В чем опасно заболевание и в каком возрасте лучше сделать прививку? Анна Горанова. Время требует лицензии. Все, кто владеет автобусом, обязаны получить лицензию. Что должны сделать автобусные перевозчики, чтобы продолжить свою работу? Узнал Дмитрий Аренин. Лесной пожар в Лаишево. Как проходят командно-штабные учения МЧС, расскажет Ленар Геннатурин. Любовь, отлитая в бронзе. Сегодня Рустам Минниханов и Радий Хабиров в Уфе открыли памятник великому Габдулле Тукаю. Там продолжаются дни Татарстана. В годы жизни поэт бывал в Уфе и писал об этом в стихах. Вот строки. «И возникал передо мной Булгар, и Ак-Идель текла передо мной». Как Тукай вновь взглянул на Уфу, но уже с постамента, расскажет Айгуль Бадрудинова. На улице -5, легкий морозец, но сердца собравшихся сегодня согреты. Их сюда собрал и согрел сам Тукай. Это первый памятник в Уфе великому поэту. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народа. Габдулла Тукай прожил недолгую, но очень яркую жизнь, оставив нам богатое творческое наследие. Теперь он украшает площадь перед татарским театром «Нур». Место для памятника правительство Башкортостана выделило еще в 2018 году. Скульптура изготовлена и установлена на их средства. К памятнику Тукая в Уфе сегодня сложно подойти, так как очень много народу. Они несут к нему цветы, фотографируются. Вот он, Габдулла Тукай, 3,5 метра в высоту. Он выглядит еще величественнее, так как гранитный постамент еще 4 метра. Великий татарский поэт словно вышел из театра «Нур» и идет в город на прогулку. Скульптуру отлили из бронзы в Москве. Таким величественным увидел Тукая известный скульптор Башкортостана Владимир Дворник. Он автор победившего проекта, а выбирали всей республикой. Он здесь стремящийся, как в своих стихах. Он стремится, он свободен. Тукай — это наш тоже. Мы с детства, наши деды, прадеды, наши предки Тукая считали своим. До дня рождения Габдуллы Тукая еще неделя, но уже сегодня на Майдане праздник. Читают стихи, поют песни, вспоминают творчество. Мы любим Тукая, потому что, наверное, сегодня не хватает нам такого человека, который бы мог бы в нужное время найти нужные слова на самые острые и важные проблемы сегодняшнего времени. Величественно, гордо, в лучах яркого солнца. В Уфу с Тукаем приходит настоящая татаро-башкирская весна. Айгуль Бадрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Башкортостан. Сегодня почтили памяти Салавата Юлаева. Цветы к его памятнику возложили оба руководителя, Радий Хабиров и Рустам Минниханов. Церемония прошла перед началом делового форума в Уфе. Салават Юлаев считается национальным героем башкир. Памятник в его честь высотой более 9 метров был открыт в 1967 году. Барельеф Юлаева на лацкане пиджака Рустама Минниханова в Уфе президент Татарстана получил почетный орден и еще подписал несколько важных документов о сотрудничестве. Рамиль Шайдуллин с деталями. Орденом Салавата Юлаева награжден Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан.
Одна из самых главных наград соседней республики – орден Салавата Юлаева. Рустаму Минниханову его вручили за укрепление сотрудничества между двумя регионами. Семиконечная звезда отлита в серебре. В середине медальон с барельефом героя башкирского народа. Дальше больше – межправительственное соглашение. По его условиям, в ближайшие 5 лет Татарстан и Башкортостан усилят сотрудничество, в том числе в торговле и экономике. Будут разработаны план мероприятий, дорожные карты. Мы договорились, чтобы мы год, 2 раза очень серьезно обсуждали, как идут наши проекты. Конечно, предстоит большая работа, особенно по увеличению встречных товарных потоков. Для этого мы открываем в Татарстане полномочное представительство нашей республики. Прошу вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, помочь нам с помещением. Кроме экономики, республики будут усиленно и сообща развивать и науку, и технологии, и культуру, и без того общую, замечают здесь же. Все-таки нас связывает нечто более глубокое. Это наша общая культура, общая история, общий язык, вообще общее представление об этом мире. Вот, наверное, все удивляются, когда мы встречаемся. Он на башкирском, он на татарском, да? Здесь больше общего, чем кажется. Не случайно, что и в дни столетия Башкортостана в Уфе продолжаются Дни Татарстана. А уже в следующем году такое ждет Казань, юбилей ТАССР. Я очень надеюсь, что мы проведем также в нашей республике Дни Республики Башкортостан. Впереди чуть менее года. Новый импульс должен сработать. Уже к столетию Татарстана стороны ждут окрепших отношений, новых разработок и совместных проектов. Рамиль Шайдуллин, Айгуль Батрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Уфа. Если знание сила, то высшее знание тем более. Уфимский нефтяной технический университет и вузы Татарстана сегодня подписали ряд соглашений. Теперь КНИИТУ КХТИ, Казанский энергоуниверситет и Альметьевский нефтяной будут сотрудничать с Уфимским вузом. Документы предусматривают выезды преподавателей, совместную научную работу, обмен опытом, работа с современными технологиями. У двухдневного визита есть и экономические итоги. Руководители регионов сегодня договорились увеличить товарооборот в 2 раза. Сейчас это 34 миллиарда рублей. В Уфе прошел деловой форум. Здесь директора предприятий крупников как с этой, так и с другой стороны. Мы им КАМАЗы, а что они нам, продолжит Зарина Ахметова. Вертолеты, автобусы, сельхозтехника. Вся мощь татарстанской промышленности на одной площадке в Уфе. Здесь плоды многолетнего труда и разработок сразу нескольких предприятий. Есть и совместные проекты. К примеру, рамавтобусов «Нефас» производит в Челнах, а салон в Нефтекамске. В прошлом году мы на территории Башкортостана произвели где-то порядка 9% нашей продукции. Это заводы, которые находятся в кооперации, они производят отдельный вид продукции. Мы всегда работаем вместе. Работать вместе и дальше сегодня на деловом форуме предложил Рустам Минниханов. Сейчас товарооборот между республиками более 34 миллиардов рублей. В планах увеличить число почти в 2 раза. Надо поставить задачу выйти на 50-60. Вот мы же встречаем для чего? Вот Сергей Анатольевич здесь. Сегодня Нефтекамск надо 2 раза нарастить объемы. Не только КАМАЗы, но и вертолеты. Часть деталей для Ми-38, которые собирают в Казани, производится у соседей. В ближайшем будущем в Башкирии будут создавать и фюзеляжи для вертолетов «Ансат». Возможность не строить новые цеха, окончательно сборки, сэкономить таким образом на нашей территории более 1 миллиарда рублей. Потенциал для развития сотрудничества есть. Это Рустам Минниханов отметил в своем выступлении. Нефтехимия, машиностроение, энергетика, строительство, образование и наука. Список можно продолжать бесконечно. Чтобы наращивать связи, рынки сбыта для предприятий должны быть открытыми. Башкортостан заинтересован в активной совместной работе с нашими татарстанскими партнерами, в дальнейшем развитии промышленной кооперации, сотрудничестве, прежде всего, в наукоемких отраслях. Мы поддерживаем стремление башкирских компаний работать в Татарстане, татарстанских компаний в Башкортостане. Самое главное – улучшение делового климата, восстановление и развитие наших отношений в экс-энергии в области и взаимодействия с КАМАЗом, и нефтяной области, и нефтехимической. Итог – ряд соглашений. Башкирских коллег Рустам Минниханов пригласил на предстоящий чемпионат рабочих профессий. Ведь именно профессиональные кадры, по мнению президента, сегодня решают все. Зарина Ахметова, Айгуль Батрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Башкортостан.
Вопросы межконфессионального сотрудничества главы республик обсудили сегодня на встрече с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Говорили о перспективе развития системы исламского образования, в том числе об обучении богословов в Болгарской исламской академии. Переходим к другим темам дня. На пороге Татарстана корь. Она бушует в 18 регионах страны. Очаги есть и у наших соседей. Сегодня Роспотребнадзор обратился к татарстанцам срочно сделать прививку. 2 недели назад в стране началась массовая вакцинация, но в республике ее темпы очень низки. Почему, выясняла Анна Городнова. У Татьяны Рыжиковой 2 детей. Старшему 4, младшей 2 года. У сына после вакцинации пошла аллергическая реакция. Молодая мама приняла решение больше детей не прививать. Я считаю, что они негативно влияют на становление иммунной системы маленького организма. Прививка – дело добровольное в России. Тем временем в США из-за эпидемии кори в этом году ввели штраф за отказ сделать вакцину. $1000. В 18 регионах нашей страны появились очаги инфекции. С 1 апреля стартовала массовая вакцинация. Но ее темпы, отмечают в Роспотребнадзоре, пока очень низкие. На сегодня из 19 тысяч подлежащих наших жителей прививкам до поликлиник по месту жительства дошло только 1000 человек. Мы должны эту почищающую иммунизацию завершить к 1 октября 2019 года. А лучше уже к августу. Именно тогда в Казань приедут тысячи иностранцев на WorldSkills. Миграционный поток, туристический сезон – все это повышает риск заражения. Корь передается воздушно-капельным путем, причем в 6 раз легче, чем грипп, отмечают специалисты. Один больной может заразить до 18 человек. Восприимчивость непривитого населения – 100%. Температура под 40, сыпь, конъюнктивит. Корь – это острое инфекционное заболевание. Опасные осложнения – пневмония, отит, воспаление мозга. В прошлом году в Европе 72 летальных исхода. В Челнах в октябре заболели корью непривитые дети. По национальному календарю они должны прививаться в 1 год и в 6 лет. Я считаю, что надо делать, потому что, все равно в садик ходят, контакты есть. Начитаются всякого бреда и отказываются делать эти прививки. Мне кажется, это вообще очень плохой подход. Даже если взрослые не помнят, делали ли им прививку в детстве, ее можно сделать повторно в поликлинике по месту жительства. Процедура бесплатная. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Татарстанские рестораторы просят упростить санитарные правила. В Роспотребнадзоре подготовили свои предложения, но тут возникли споры. Детали в интернет-газете «Реальное время». Без лицензии дорога закрыта. До конца июля почти все владельцы автобусов должны обзавестись документом, дающим право на перевозки. В России вступил в силу новый федеральный закон. Новшества призваны обезопасить пассажиров и вывести из тени нелегальных перевозчиков. Как получить лицензию и что ждет тех, у кого ее не окажется, узнал Дмитрий Аринин. Через долго ты не проедешь без лицензии. Водитель Фаим Гайлимшин уже в курсе изменений. А как говорит его начальство, ИПшник уже взял курс на перевозки по новым правилам. А у вас лицензия имеется? У нас все имеется. Еще одни частники, что возят людей из Казани в Тетюш, рассказывают, тоже подали документы на получение лицензии. Минут 20, наверное, документы сдали. Все, у нас всех перевозчиков поставили типа как в очередь, скажем. Я вот должен был сдать 2 апреля, приехал 2 апреля. Пакет документов сдал, и все. Теперь ждем. Новые меры не коснутся только силовых и экстренных служб. Всем остальным владельцам автобусов, чтобы получить лицензию на перевозки, нужно подать данные о своей технике, оборудовать ее тахографом системой ГЛОНАСС, а в штате должны появиться специалисты, проверяющие перед выездом состояние водителей и транспортных средств. Под лицензирование попадает абсолютно весь список всех владельцев автобусов, которые выезжают на дороге общего пользования. Независимо от того, везет он своих работников, чужих людей, по заказу, на регулярке. Это делается для того, чтобы все перевозчики имели абсолютно одинаковые условия безопасности, независимо от того, что это 1 автобус или 100 автобусов. Сейчас, как говорят пассажиры, в выборе надежных перевозчиков они в основном полагаются на своих знакомых. Данные руководители, они все равно проверяют своих шоферов, они же здесь находятся. Вот с ним только мы ездим. Это не первый год, уже лет, наверное, 10 или даже больше. Лицензия позволит обуздать нелегальных перевозчиков. Не получивших этот документ ждут штрафы и конфискация транспортных средств. От каждого угла ездить нельзя. Есть четко определенный перечень
автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов. Мы объявляем конкурс, перевозчиков вправе участвовать, выиграть и эксплуатировать уже на легальной основе этот маршрут. Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 17 тысяч автобусов. В лицензионный реестр пока включили чуть более 400. Оформить все документы перевозчики должны будут до конца июля. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Вопросы зеленодольских аварийщиков решаются в индивидуальном порядке. Об итогах встречи Алексея Песошина с жителями аварийных домов Зеленодольска сегодня рассказали в Казанском Кремле. По словам Лилии Галимовой, там обсудили 4 конкретных случая, присутствовали и юристы. Если говорить о тех собственниках аварийного жилья, которые были на встрече, 4 человека, то действительно рассматривались индивидуально их конкретные случаи. В отношении каждого случая прорабатывали вопросы, как можно его решить. Так как такое обсуждалось, такая работа велась. А с точки зрения того человека, который представляет интересы всех аварийщиков, был разговор, связанный с тем, каким образом по закону возможно решить все возникающие вопросы. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Казань как историческое поселение. У нас уже разработаны предметы охраны, границы исторических поселений и требования к регламентам. О чем в Международный день охраны памятников говорили в Казани. Альбина Аслагараева. Лесной пожар в Лаишево. Как проходят командно-штабные учения МЧС, расскажет Ленар Геннатурин. Сегодня в Доме правительства Алексей Песошин встретился с начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентиной Казаковой. Обсудили вопросы организации миграционной работы, рынок труда, а также дополнительное премирование вольнонаемных сотрудников подразделений полиции, где работают с мигрантами. В ходе своего визита в Татарстан Валентина Казакова проведет прием граждан. Сегодня в Казани сразу на 2 площадках прошли дебаты в рамках праймерис. Это внутрипартийные выборы кандидатов в кандидаты. Напомним, дебаты – это обязательный элемент участия в предварительном голосовании. Сегодня участвовали 4 человека. Дискутировали о проблемах экологии, здравоохранения, демографии и ЖКХ. В Казани пересмотрели запрет на регистрацию дачных домов площадью свыше 50 квадратных метров. С инициативой выступила прокуратура Казани. Вопрос вынесли на сессию Гордумы. Надзорное ведомство считает, понятие дома на садовом участке противоречит понятию «садовый дом» из федерального закона. Протест прокуратура удовлетворили. Исполкому поручено подготовить проект, который внесет изменения в правила землепользования. Казанские поселки Новая Сосновка, Сухая Река и Новая Татарская Слобода присоединились к автоматизированной системе учета электроэнергии. До конца года в республике установят более 130 тысяч умных счетчиков. В небольших коробках элемент интеллектуальной системы, приборы учета электроэнергии нового поколения. Их устанавливают на опоре воздушной линии. Монтаж, подключение и дальнейшее обслуживание – все за счет сетевой компании. Мы производим работу не просто по замене счетчика, а мы строим информационно-измерительный комплекс, который позволит контролировать каждую точку поставки электроэнергии потребителю. Мы будем собирать аналитику, базу данных большую, и чтобы в последующем, анализируя ее, более эффективно решать вопросы реконструкции сетевого комплекса Казани. Устанавливать умные счетчики в казанских поселках Новая Сосновка и Сухая Река начали в марте. До конца года в Казани заменят более 50 тысяч приборов учета. Для проведения работ необходимо кратковременное отключение электроэнергии потребителей. Поэтому энергетики просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ограничением подачи электроэнергии. Это нужно, потому что, наверное, многие употребляют энергию не в своих целях. Первостепенно мы определяем точки, где имеются коммерческие потери. На сегодняшний день в целом по нашей компании коммерческие потери составляют 6,8%, но мировой опыт показывает, что при применении с помощью интеллектуальных приборов учета коммерческие потери можно снизить до 4%. Помимо дистанционной передачи данных счетчика, потребитель сможет также, не выходя из дома, контролировать свое энергопотребление через личный кабинет. Данные приборы учета, они будут своевременно сигнализировать сетевую компанию о качестве напряжения по каждому потребителю, и будет
информировать об аварийных отключениях и, соответственно, о хищениях электроэнергии. Скоро станет доступно и мобильное приложение, где можно будет управлять своим энергопотреблением. Всего же по республике будет до конца года смонтировано 132 тысячи умных счетчиков. Сергей Хайдаров, Анна Городнова, Андрей Мохов, ТНВ «Казань». Подключить антенну, настроить приставку и обеспечить доступ к телевизионным каналам. Перейти на цифру помогут волонтеры. Сегодня обучение прошли еще 50 добровольцев. Обратиться к ним можно через местную администрацию. Напомним, аналоговое телевидение отключат 3 июня. Татарстанцы смогут получить бесплатные 20 каналов в хорошем качестве даже в самых дальних населенных пунктах республики. Я считаю, нужно помогать людям в любом случае. Много людей, которые одинокие. Мы пришли помогать пенсионерам переходить на другой формат телевидения, чтобы они получали информацию, чтобы они знали, что происходит в мире. Сдай ЕГЭ по русскому языку и литературе, выиграй грант от ТНВ и работай на телевидении. Наш телеканал завершает прием заявок на конкурс «Айдана ТНВ». Завтра последний день. Нужно успеть прислать эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг». Участники только первого тура попадают во второй. Работа принимается по электронному адресу. Он сейчас на экране. Все другие подробности на сайте нашего телеканала. Казань и еще 12 городов республики хотят обрести статус исторического поселения. Сегодня об этом сказали на брифинге по случаю Международного дня сохранения памятников. Какие ограничения налагает статус и какие дают преимущества, расскажет Альбина Аслгараева. Казань как историческое поселение есть, но официального статуса пока нет. Это не весь город, а только его центр. Границы определены, осталось согласовать документы на федеральном уровне. Статус дает, значит, мы обосновываем границы, они меньше, чем границы муниципальные, а только вот в исторических границах, так, 19 век, 18 век, в этих границах мы даем требования к правилам застройки. Проще говоря, статус исторического поселения налагает на собственников объектов множество ограничений. Но при этом и открывает пути для больших инвестиций. Для получения статуса предстоит провести небывалое по масштабам социсследование. Уже на днях у башни Сюембике, как и у других исторических объектов Казани, появятся студенты, историки, социологи, культурологи, чтобы наблюдать. Они будут смотреть за тем, как люди ведут себя у конкретных исторических памятников, будут задавать вопросы. К тому же на днях в заведениях Казани появится так называемая карта горожанина. Это своеобразная анкета, где любой желающий может отметить свое любимое историческое место и важный для него исторический памятник. На статус исторического поселения претендуют еще 12 городов: Елабуга, Чистополь, Болгар, Беляр, Свияжск, Буинск, Бугульма, Мамадыш, Менделеевск, Менделинск, Тетюши и Лаишево. Об этом мы не только говорили и на пресс-конференции. Акцент на проблемных исторических проектах и объектах. Так, сегодня остается нерешенная судьба артиллерийских казарм на территории Октябрьского городка. Инвестор отказывается его принимать как бы на баланс и с ним что-то заниматься, потому что они предъявляют свои деньги, что они его отселяли. Поэтому сейчас пока судьба этого жилого дома открытый вопрос. Два больших проекта, которые сегодня также под пристальным вниманием экспертов, это Адмиралтейская слобода и территория речного порта. Сегодня вопрос встал о стоимости земель и передаче их инвесторам. Все упирается в деньги. Пока вся инженерная инфраструктура не будет заведена на эту территорию, пока строительство не начнется. То есть именно инвестиционные строительные намерения по Адмиралтейской слободе, они нуждаются в еще дополнительной проработке по посадке по сетям. Сегодня озвучили еще несколько инициатив. У спуска к Казанке напротив центрального стадиона хотят сделать площадку «Фестивальный квартал». В доме Дартаевского-Молоткова может появиться музей бардовской песни. Площадь Свободы, площадь Султангалиева и сквер Фукса предлагается соединить пешеходными участками. Альбина Аслгараева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Их тоже нужно защищать, но только от другого, от огня и браконьеров. Сегодня в Лаишевском районе тушили пожар на 10 гектарах леса. В Татарстане завершаются всероссийские командно-штабные учения МЧС. С горячим репортажем Ленар Гинатуллин. На кадрах полицейские задерживают поджигателя травы в Лаишево. В роли нарушителя сам сотрудник МЧС. Так начинается третий этап командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно легенде, вызов о возгорании поступил в службу 112. Первыми на место прибывает лесная охрана. Лесной патруль здесь для оценки обстановки. Роют траншеи, чтобы пламя не охватило все поле. До прибытия пожарных борются с огнем собственными силами. Несмотря
на то, что это имитация лесного пожара, потушить даже такой костер не всегда удается. Если не справляется наземный транспорт, то тогда применяют авиацию. Ну, воздушным транспортом, конечно, это эффективность высокая, потому что любой наземный транспорт, он просто туда не доедет. Есть места, где туда просто невозможно. Мы или высаживаем лесопожарных, которые ранцевым способом тушат, а если есть возможность и недалеко водоемы, где можно будет забрать воду, то есть забираем воду и тушим с воздуха. По сценарию огнем охвачены 10 гектаров сухостоя. В эпицентре пожара может оказаться село. 357 человек эвакуируют. За последние 9 лет такое только на учениях. В республике за последние 9 лет удалось не допустить ни одного лесного пожара в лесном фонде, благодаря принимаемым профилактическим мерам. Тем не менее, есть угроза населенным пунктам и лесам от травы. Поэтому эти учения также они актуальны. С 25 апреля по 10 мая в Татарстане особый противопожарный режим. В это время запрещено сжигание сухой травы и мусора, готовить пищу на открытом огне и делать то, что может вызвать лесные пожары. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Пока это все. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде. Я прощаюсь до следующего выпуска. Он в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Без кубка, но с правом на медаль. Волейболистки казанского «Динамо» не смогли пробиться в финал российского чемпионата. В ответ на матче полуфинала наши девушки уступили в 3 сетах калининградскому «Локомотиву». У команды из Казани игра не пошла изначально. Неудачные подачи, не совсем яркая игра на приеме. Результат – проигрыш в 3 сета. «Локомотив», обыгравший нашу команду по сумме 2 матчей, будет выступать в финале. Девушки по праву заслужили путевку в решающий этап чемпионата. Теперь в матче за бронзу волейболистки из Казани встретятся с победителем противостояния между Уралочкой НТМК и московским «Динамо». Мы сегодня сделали все возможное, но я думаю, что мы можем играть лучше. Ну, хотя команда «Локомотива» сегодня показала очень хороший волейбол, очень мощный, и все 3 партии они давили на нас. «Рубин» продолжает подготовку к матчу 24-го тура РПЛ с «Уралом». Команда провела тренировку на базе, которая продлилась менее часа. После разминки футболисты разделились на 5 команд, которые приняли участие в своеобразном многоборье. Нужно было пройти 5 игровых станций и набрать максимальное количество баллов. Матч против «Урала» пройдет в Екатеринбурге в это воскресенье. Начало игры в 16:30. К другим темам. В Министерстве спорта Республики прошла встреча с представителями независимой национальной антидопинговой организации «Русада». В нем было подготовлено предложение по созданию в ведомстве сектора антидопингового обеспечения инновационной деятельности. Тем временем татарстанские раперистки выиграли чемпионат России по фехтованию в командном турнире. Соревнования в эти дни проходят в Сочи. Среди победителей Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Марта Мартьянова и Анастасия Семенова. В финальной серии поединков представительницы Татарстана обыграли сборную Курской области со счетом 45-40. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор программы – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет ясно, 6-8 градусов выше 0. На северо-востоке Татарстана солнечно и тепло, плюс 8. На севере Татарстана преимущественно облачно, 8-9 градусов выше 0. На северо-западе республики пасмурно, плюс 7, плюс 8. На юго-западе Татарстана небо будет затянуто облаками, 7-9 тепла. В центре Татарстана довольно тепло, будет светить солнце, плюс 7, плюс 8. Спонсор программы «Тан-Тана» – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы, комнаты для чтения намазов. По случаю священного месяца Рамадана принимаются заказы на проведение ифтара. Банкетный ресторан «Тан-Тана» – идеальное место для этого мероприятия. Места ограничены.
Тонтана, Озанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, миллионлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Остеохондроз, грыжа, протрузия, болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани преимущественно облачно, +8, +10. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 40%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.